Вы смотрите новости Татарстана в субботу. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Продукты напрямую от фермеров. Проходит вроде бы бурно. Мяско взяла, сейчас за картошку пойду. Как сегодня в городах республики прошли осенние сельхозярмарки, расскажет Салават Хамадулян. Пишет вся страна. Я знаю, что у меня будет куча ошибок, но я от души вот это пишу. Как и где прошел второй день акции «Татарща диктант», расскажет Рамиль Шайдуллин. Общими усилиями навести порядок на любимом озере. Мусора становится меньше, но не настолько, насколько бы... не должно быть мусора вообще в природе. Как на озере Изумрудное прошел осенний субботник, увидела Юлия Гоголева. Верность традициям. Сегодня в Арском районе прошел День коня. Палитру праздника увидел и Рамиль Галиулян. Владимир Путин сегодня вручил госнаграды золотым медалистам Олимпиады в Токио. Среди них и почетный житель Казани, наша чемпионка Марта Мартьянова. Золотую медаль она завоевала по фехтованию на рапире в командных соревнованиях. Церемония вручения президентских наград прошла в Екатерининском зале Московского Кремля. Владимир Путин поблагодарил золотых чемпионов, назвав их настоящими героями и гордостью России. Уверен, что вот такая целеустремленность, настроенность на результат, она сохранится и будет реализовываться и в будущем. Еще раз поздравляю вас с выдающимися победами и заслуженными наградами. Новых успехов вам, здоровья и всего самого доброго, благополучия. Спасибо большое. Сегодня в Казани завершились первые в истории игры стран СНГ. Столица Татарстана на высшем уровне провела игры Содружества и в очередной раз доказала свое звание спортивной столицы. Это отмечает и руководство соревнований, и сами спортсмены. Больше 1000 атлетов, столько же волонтеров, более 400 судей и рефери собрал турнир. Сборная России в общекомандном зачете заняла первое место. В эти минуты в деревне Универсиады проходит церемония закрытия. И с нами на прямую связь выходит Вероника Гайнудинова. Вероника, здравствуй. С какими впечатлениями спортсмены завершают турнир? Государственный гимн. Алексей, добрый вечер. Мы все немного грустим, ведь турнир завершился, но в то же время и радуемся. Ведь Казань вновь в очередной раз получила высокую оценку организации проведения соревнований. Для нас это, конечно, не первый международный турнир, но игры стран СНГ, они проходят впервые в Казани. И поэтому здесь такая была очень дружественная, теплая атмосфера. И, конечно, если говорить о церемонии закрытия, она проходит здесь же, где и проходила церемония открытия, на аллее флагов в деревне Универсиады, где и жили спортсмены. Конечно, хочется еще раз сказать, что абсолютно все отмечают очень высокий уровень организации. Вот буквально недавно об этом говорили на сцене руководители. Давайте послушаем их. Все соревновались от души, со страстью, с горячим сердцем и холодной головой. Я думаю, что праздник спорта в Казани получился. Мы искренне рады, что первые игры прошли в столице, в нашей тысячелетней Казани, и она в это время стала центром притяжения мировой спортивной общественности. Немного напомню и о самом турнире. 1139 спортсменов из 9 стран СНГ. Россия, Казахстан, Беларусь, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. И они разыграли 182 комплекта наград, 16 видов спорта. Что интересно, здесь были не только олимпийские виды спорта, но наряду с ними были и национальные виды спорта. Например, борьба на поясах, крэш, это тоже борьба. И вот это те виды спорта, которые считаются национальными в странах-участницах. И хочется опять сказать, что спортсмены тоже отметили очень высокий уровень организации. Нам удалось пообщаться с медалистами. Давайте послушаем, что они говорят, каких видов спорта они завоевали медали. Очень радостно, трогательно. На высшем уровне еще. Деревня,
организация, волонтеры. Все очень понравилось. Организация очень хорошая, все очень понравилось. То, что мы жили в деревне, это больше всего нам запомнилось. Да. Много спортсменов, много из разных стран. Очень все понравилось. Такие невероятные эмоции вообще. Нельзя, конечно, не сказать и об итогах, результатах соревнований. В общекомандном зачете первое место заняла сборная России. У нее больше 200 медалей у наших спортсменов и больше 100 медалей – это золотые. И на втором месте Казахстан, на втором месте Узбекистан, замыкает тройку лидеров Казахстан. И все отмечают, что вот первые игры стран СНГ – это только начало. Игры набирают популярность, набирают обороты, и уже их сравнивают с очень крупными международными событиями. Как вот недавно буквально сказали на сцене, мы не прощаемся, мы говорим до свидания. Где пройдут пока следующие игры стран СНГ, неизвестно, но, как отмечают организаторы, они будут проходить раз в 2 года. Поэтому ждем уже, и, конечно же, хотим узнать, где пройдут следующие соревнования. Но мы поздравляем всех спортсменов, медалистов и прощаемся с турниром, но не с вами. Сейчас на сцене показывают как раз те моменты соревнований. Как я уже говорила, 16 видов спорта, 1139 спортсменов. Вот такие были первые игры стран СНГ. Алексей, на этом у меня все. Спасибо, Вероника. Это было включение церемонии закрытия игр СНГ, но мы продолжим выпуск. Обеспечить оперативную подачу тепла поручил Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме правительства. Отопительный сезон начался еще с 6 сентября. В 22 районах тепло уже пустили в дома и социальные объекты. Как сообщает Минстрой, по республике паспорта готовности получили 98% жилых домов. Из более 3000 котельных пока не готовы только 6. Министерство строительства, глав муниципальных образований, предприятиями энергетики, жилищно-коммунальных обеспечит оперативную подачу тепла. Это, как я сказал, садики, больницы, социальные учреждения, но и жилье. В этой работе не должно быть никаких упущений. Новым министром по делам молодежи Татарстана стал Тимур Сулейманов. До этого он занимал должность первого заместителя главы ведомства. В качестве министра Тимура Сулейманова сегодня представили на совещании у президента. Напомним, ранее Минмолодежи Республики возглавлял Дамир Фаттахов, который перешел на должность замруководителя Росмолодежи. От сельчан к горожанам в республике сегодня стартовал новый сезон сельхозярмарок. Они будут проходить каждую субботу до 25 декабря. На прилавках овощи, мясо, молочная продукция, сахар и мед. Продают и сами фермеры и представители сельхозпредприятий. В Казани они выставили свой товар на 15 точках. Как прошла первая ярмарка, почему Татарстану могут позавидовать и в Ростове, и есть ли ажиотаж, расскажет Салават Мухаммадуллин. Народ заждался. 80 рублей. На интервью времени нет. Покупатели сметают с прилавков все. Морковь разобрали сразу, говорит Фаиль Гатаулин из Арского района. На первую ярмарку он привез почти 2 тонны картофеля, 300 килограммов капусты, 200 свеклы и немного сельдерея. У меня еще на поле продукции не убрано. Приехал сегодня, народ тоже раздашь. Вся душа там. Спрос высокий на яйца, молочку и мясо. Продавцы говорят, что настоящий ажиотаж начнется через 2-3 недели. Самую мощную неделю через 3 начнется, и до Нового года будем надеяться. То, что народ будет ходить. А в начале сентября? В начале 2-3 ярмарки плохие. Но это только на руку покупателям. Больше выбора. Тем более с этого сезона увеличилось количество точек продаж. Они в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге и 15 площадок в Казани. Одна из них у Чеховского рынка. Фермеры вернулись сюда после 3-летнего перерыва. Мяско взяла, сейчас за картошкой пойду. Ждали сельхозярмарку? Да, ее давно не было здесь, на Чеховском. Она раньше спускалась вниз, в другом, месте. Мне туда было неудобно. Просто мы поехали на Авангардную, мимо проехали, думаю, давай мужу говорю, давай зайдем. Купили, видите,
приобрели 2 мешка картошки. На главной площадке в агропромпарке тоже ажиотаж. Сегодня с продавцами и самозанятыми общался уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов. У одного из самозанятых московский гость приобрел сувениры. И в Ростове, Краснодаре, российские, иркутские, в Владивостоке. В общем, везде мы пытаемся побывать на рынке. Вот они будут сильно завидовать, когда увидят сегодня репортаж этот, потому что, конечно, таких условий на рынке для самих аграриев, для самих фермеров, конечно, я пока не видел нигде. За ценами следят в Минсельхозе. Здесь на 15% дешевле, чем в магазинах. Конечно, фермеры тоже с пониманием относятся. Все-таки все мы живем в одной республике. И, конечно, такой нейтралитет по ценам будет выдержан. И цены будут существенно ниже, чем в магазинах. Так, стартовав сегодня, сельхозярмарки будут работать до 25 декабря, чтобы у горожан каждую субботу была возможность закупиться как минимум на неделю вперед. Салават Мухаммадуллин, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Следить за ценами на осенних сельхозярмарках и, главное, за качеством продукции. Такое поручение дал Рустам Минниханов муниципалитетам. А удобные площадки должны быть во всех городах, предупредил президент и обещал, что овощи будут завезены в достаточном объеме. Сельхозпредприятия, которые имеют мелиоративные системы, готовы обеспечить ценовые вопросы. Они будут возникать. Беранка купметраха. Значит, рекомендованы цены 18 рублей сегодня на ярмарке. Да. Все, что необходимо, Марат Азат, в части ярмарок, я прошу организовать работу и с товаропроизводителями, и с личными подворьями, пусть они имеют возможность реализовать эти моменты. Аграрии республики продолжают уборку свеклы, картофеля, подсолнечника и кукурузы. Посеяно 420 тысяч гектаров озимых, что составляет 81%. Перевыполнили прогноз Арский, Атнинский, Кукмарский, Пестричинский и Сабинский районы. Как отметил глава Минсельхоза Марат Зябаров, в последние дни прошли продуктивные дожди, что позволит получить всходы. День танкиста отмечается в России во второе воскресенье сентября. Военнослужащих и ветеранов танковых войск республики поздравил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Он выразил благодарность за честное исполнение воинского долга и верность присяге, и особую признательность конструкторским коллективам и работникам промышленности, которые создают передовые образцы бронетанковой техники. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и дальнейших достижений в повышении боевой готовности, говорится в поздравлении. В преддверии праздника в Казанском танковом училище состоялось посвящение первокурсников. Курсанты дали торжественную клятву. Затем возложили цветы к памятнику героям-танкистам. Напомним, этот ритуал был введен в училище в год его столетия. И клятва стала традиционной для всех будущих танкистов. В каждом училище и в каждом коллективе воинском должны быть свои традиции, не только общепринятые в вооруженных силах, но и присущие каждому конкретному воинскому коллективу. Покрышки от автомобилей, пластик и стекло собрали с берегов Казанского озера Изумрудное. Здесь прошел первый масштабный субботник этой осени, организованный Минэкологией, молодежным движением «Будет чисто» и Российским географическим обществом. Мусор сортировали еще при сборе. Кто-то собирал пластик, кто-то стекло. И такие акции сегодня прошли по всей стране. На субботнике побывала Юлия Гоголева. Озеро Изумрудное – это излюбленное место отдыха горожан. Летом на пляже здесь бывает не протолкнуться. А потому сегодня на призыв навести здесь порядок откликнулось несколько сотен человек. Это и студенты казанских вузов, школьники, да и просто рядовые казанцы. Это лучшее место отдыха горожан летом. И поэтому мы не можем пройти мимо и собрать мусор. Это наша задача. К сожалению, не все такие сознательные. Поэтому мусора много и работа еще предстоит большая. Еще одна команда сегодня с нами здесь. Ноу-хау последних лет на таких массовых субботниках сортировать мусор уже при сборе. Кто-то собирает только стекло, другие пластик и бумагу. В зеленых мешках у нас стеклянные бутылки, стекло в целом. В черных мешках это пластиковый мусор. Мусора бытового очень много. Бытовой, и после жарения шашлыков остаются вот такие угли и кирпичи после себя. Конечно, это неприятно. Все участники субботника сегодня разделились на команды, собирали мусор на скорость. За каждый собранный мешок начислялись баллы. Вон там вот особенно очень много мусора. Мы там все и собрали с моей командой. Позитивная атмосфера,
Погода нас тоже балует. Очень радостно видеть очень много молодежи в данных мероприятиях. Среди призов победителям, собравшим больше всего мусора, подводное погружение от Русского географического общества. Его активисты сегодня тоже наводили порядок на дне. Опускались на глубину до 18 метров. В основном 90% это пластиковая тара. Есть стекло, реже. Вот салфетки всякие такие, которые не разлагаются. Резина. Металл бывает. Генуборку на Изумрудном провели в рамках нацпроекта «Экология» и всероссийской акции «Вода России». Благодаря этой акции в рамках «Вода России» более 6 тысяч километров водных объектов береговой линии очищены. Это вышло на эти субботники 219 тысяч наших граждан республики. Мы попросили наших региональных операторов, те компании, которые именно применяют повторно тот мусор, который мы сегодня собрали. Подобные субботники сегодня прошли по всей стране. Уборка прибрежных территорий продолжится до конца октября. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Татарща-диктант. День второй. Сегодня ко всемирной акции присоединились регионы России. От Калининграда до Владивостока работали площадки, где каждый мог проверить свое знание языка тукая. Как оказалось, в этом году участвовали не только татары, а все, кому интересен татарский язык. Армиль Шайдулин увидел, как это было. В образовательном центре Каюма-Насырии в Екатеринбурге сегодня звучит произведение Ибрагима Салахова. Сегодня второй день татарща-диктанта, его пишет вся страна. Я пришла себя проверять, правильно я пишу или неправильно. Пусть проверят и скажут, насколько я изменилась. На диктанте не только татары, но и те, кто только начинает осваивать язык тукая. Одна из них – Людмила Полякова. Муж у меня татарин, я со всеми родственниками всего общаюсь. И вот сегодня мы пришли писать, я знаю, что у меня будет куча ошибок, но я от души вот это пишу. Так я хочу разговаривать на татарский, но не получается. Сначала я прочту весь текст. В Центре татарской культуры Томска сегодня не только горожане ради татарща-диктанта приехали и из татарских деревень проверить себя и послушать родную речь. К диктанту готовились весь год. Текст хоть и сложный, но по содержанию очень интересный. Текст был, конечно, замечательный, очень трогательный. Настолько глубокий текст, что просто писала я с удовольствием. Мужчины и женщины, пожилые и молодежь. Традиционно много желающих в Тюмени. Интерес к татарскому диктанту у нас огромный. Люди в течение года спрашивают, передают привет и говорят, не забудьте мне сообщить. Я приеду из деревни Новонерда и напишу диктант на 5. Хотя количество мест в соответствии с эпидобстановкой ограничено, рассадка через каждые 1,5 метра, к акции присоединились все желающие. В этом году татарща-диктант проходит как офлайн, так и онлайн. Я, как татарин, заинтересован, чтобы мой язык сохранился. Грамотность сегодня традиционно проверяли и в Москве. Одной из основных площадок стал татарский культурный центр. Символично, что сегодня же в Москве и День города, но молодежь не сразу пошла на гуляние. Сначала на диктант. Первый раз писал так боязно, но, как это объяснить, желание в 10-кратно проснулось учить родной язык еще больше. Мы рады, что рядом с нами есть молодые люди, которые тоже изучают татарский язык, находясь в среде, в русской среде, и показывают хорошие знания. Сегодня татарща-диктант объединил наших соотечественников в 20 регионах страны. Завтра акция выйдет на мировой уровень. В 11 дня по Москве зарубежные участники напишут текст по произведению Гумера Баширова. Рамиль Шайдулин, Дина Газалиева, Альфия Габдушева, Елена Софиуллина, ТНВ, Екатеринбург, Томск, Тюмень, Москва. В Казани завершился фестиваль мусульманского кино. По красной дорожке прошли звездные гости. Актеры Али Бурак, Джейлан, Ольга Кабо, Евгения Розанова, Видади Гасанов. Гран-при международного фестиваля завоевал казахстанский фильм «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова. Также отметили лучших сценаристов, актеров, операторов. Среди победителей турецкие, иранские и болгарские участники. Лучший национальный фильм «Татарстанский прохлада глаз». Обладателем приза президента Татарстана за гуманизм в искусстве и сертификатов 500 тысяч рублей стал татарстанский фильм «Эсянмесес. Живы ли вы» Ильдара Ягафарова. Картина получила и приз зрительских симпатий.
Для нас ведь это сложная картина была тем, что мы ее 3 года делали. И все-таки мы добились того, чтобы дойти до своего зрителя. А зритель у нас татарский, свой родной. И мне кажется, он это принял. Зрителю понравилось, это было видно по залу. Зал стоял, аплодировал, а это самая большая награда. В своем фильме мы как раз показываем самые разные культуры, религии и традиции. В этом фестивале важно, что не только мусульманские, а самые разные страны сюда приезжают. Фестиваль больше про человечность, нежели про религию. Мозаика культур сегодня объединила народы Татарстана на площади у театра Камала. Здесь прошел республиканский этноконфессиональный фестиваль. На этномаркет дизайнеры и мастера народных промыслов и ремесел привезли свои изделия, украшения, элементы костюма, поделки из дерева, куклы-обереги. Свои площадки представили участники разных национальностей и конфессий. Мы работаем над возрождением татарских костюмов. Украшения являются копией украшений старинных. Вы видите, что у нас образцы есть, мы по ним создаем. И их могут позволить любой человек на ярмарке купить сережки. Мы приехали с Черемшанского района, село Мордовское, Афонькино. И шкатулки есть, и поделки из деревянной роспись. Делаем мастер-класс, показывают девочки сразу. И, конечно же, немного из истории. Статные, спокойные, капризные лошади всех мастей и характеров сегодня собрались в Арском районе. Масштабным конно-спортивным праздником здесь отметили День коня в поселке Новый Кырлай. Встретились жокеи со всей России и ближнего зарубежья. В центре внимания лошади татарской породы. Помимо заездов, гостей учили верховой езде и даже устроили необычный показ мод. Как от топота копыт пыль по полю летит, увидел Рамиль Галиуллин. Сегодня на родине Габдуллы Тукая, пожалуй, лучшие лошади, представители своих пород. Скакуны соревнуются на дистанциях в 40, 80 и 120 километров. В этом году состязания получили международный статус. Участники из Татарстана, регионов страны и ближнего зарубежья. Так в заезде среди чистокровных верховых пород лошадей победу одержал жокей из Киргизии. Лошади не подвели, приготовились к этой скачке здорово, подошли. И вот, собственный результат. Особое внимание сегодня лошадям татарской породы. Для них дистанция 2 километра. На следующий год мы уже думаем на базе Арского района проводить семинары для конников, чтобы в самом деле помимо спорта это было большая тусовка, встречи всех, кто рядом с лошадьми, с конями еще ведут. И бизнес в том числе. Сегодня в силе и скорости соревнуются не только беговые, но и рабочие лошади. Им тоже нужно преодолеть дистанцию, но есть одно различие. Это повозка, которую нагружают зерном и сеном. Загрузить телегу, а потом увезти как можно скорее. То, что в деревне делают каждый день, сегодня на призы. Ничего сложного не заметил, участвую уже в 4-й раз. Специально не тренировался. Главная тренировка во время работы по хозяйству. Для нас очень важно год родных языков и народного единства, сохранение наших национальных традиций. А одной из таких традиций это лошади. Они всю жизнь были нами боевыми товарищами, кормильцами нашими. Традиционными стали и состязания по борьбе на лошадях. А ударыш – это древняя тюркская игра. Задача наездников – стащить соперника со скакуна. Зависит от тренировки, зависит от всего. Уж и лошадь тоже зависит. Держишься ногами уж. Да, главное, наверное, соперника напугать. Не бояться, нападать надо все время. Праздник продолжается своеобразным показом мод. Здесь выбирают самую красивую повозку. Участники соревнуются на Арской земле в мастерстве уже в 7-й раз. Победители получают кубки и денежные призы. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Арский район. Вот так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Больше новостей вы найдете также на наших страницах в соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. Сервис «Мой депутат» – это удобный и доступный каждому способ прямой связи с кандидатами партии «Единая Россия». Заходите на сайт мойдепутат.онлайн, выбирайте кандидата и пишите свой наказ на сайте или в WhatsApp. Или оставляйте номер телефона. Вам позвонит ваш кандидат. За 3 года работы платформы «Мой депутат» решены вопросы и наказы более 3000 татарстанцев. «Мой депутат». Уважаемые избиратели, жители Татарстана,
Дорогие друзья, я Ильдар Гильмудинов. Представлять ваши интересы – это честь и большое доверие. Мы вместе добиваемся успехов, держим курс на благополучие, чтобы в стране был мир и согласие. Сохраняя лучшее, вместе создадим новое. Ильдар Гильмудинов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Московскому одномандатному избирательному округу номер 27. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Семейная ипотека. Всего 0,55% на квартиры в Казани. От Акбарс дом. Только до конца сентября. Звоните. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 216-0003 и на Чуйкова 54Б. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Казань, 204-2700. Мы разогнали выгоды на максимум. В автоцентре РРТ на Чуйкова автомобили Nissan с выгодой до 250 тысяч рублей. Звоните 212-3010. Хорошую аптеку я могу угадать с 3 нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены. В аптеках Фармленд. Ацетилонг 600, 10 таблеток, 359 рублей. Пенталгин 24 таблетки, всего 175 рублей. Фармленд, что надо. В Республике Татарстан дан старт 9-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте btzm.ru. В студии София Егорова. Здравствуйте. После жаркого лета сложно перестроиться и привыкнуть к прохладе. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево вновь ожидаются небольшие дожди. Умеренно тепло, плюс 14-15 градусов. Тепло и сухо в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, плюс 16. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши в первой половине дня небольшие дожди и плюс 14. К вечеру будет сухо и плюс 5. Облачно с прояснениями в Арске, Кукмаре и Балтаси. Днем до плюс 16. В Болгаре, Дрожжином и Буинске жители ждут средние температурные значения. Плюс 16-17 градусов днем. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше возможен дождь. 15-16 тепла днем. В понедельник в республику начнет поступать более теплый воздух. И температурный фон значительно повысится. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. В Казани жителей ждет переменная облачность. Утром и днем небольшие осадки. Температура ночью около 10 тепла, а днем до плюс 15. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 78%. Магнитное поле Земли спокойное. В республику идет долгожданное тепло, хоть и ненадолго. Проведите эти дни с пользой. На этом наш выпуск завершен. До свидания.